Встречать гостей – это всегда праздник, но видеться с братьями, да еще и коллегами по работе, приятно вдвойне, сказал, открывая встречу, спикер Валерий Кварчи. Наши народы объединились и пережили самые страшные времена. Мы одолели врага. Теперь наши страны строят свое будущее и вместе встали на путь развития, отметил спикер Народного собрания. Мы рады, на самом деле, приветствовать именно эти дни, самые дорогие и для вас, и для нас, дни победы. Мы и до этого, до некоторых времен были связаны друг с другом и в историческом прошлом, особенно в Средневековье, были очень тесные связи. Глава Юго-Осетинского парламента Петр Гасиев поблагодарил за возможность участвовать в таком грандиозном празднике, как День Победы народа Абхазии. Благодаря героям, отстоявшим свободу, наши страны могут развиваться, строить будущее и праздновать такие даты, отметил Гасиев. И меньше всего я бы хотел, чтобы кто-то подумал, что у меня здесь чисто протокольный визит. Это неправда. Для меня большая честь участвовать в столь знаменательном событии. Я благодарен вам за приглашение. Вы упомянули историю, совершенно верно. Наши народы связывают многовековые отношения. К большому сожалению, негативные события последнего времени связали наши народы еще ближе. У нас были общие враги, общие друзья. Мы вместе обильно полили дорогу кровью наших лучших сыновей и дочерей. И слава Всевышнему, слава Господу Богу, что это все было не напрасно. Завершая встречу, парламентарии обменялись памятными подарками, а юго-осетинские коллеги пригласили нашего спикера и депутатов посетить Цхинвал. Нисфа Аршба, Фатима Гергия, Тимур Гугухи. Абхазское телевидение.